Нет, надо больше выше. Да. Да, только вот меня не надо. Аның сіздердің интервью, сіздерді ерелі. Марка продукторларда. Кто же у нас Марха по имени? Кто же у нас? Мелиек. У нас казачиного Мелиек. Да? Мелиек. Казачина. Да, именно вот собака. Чарир. Не коротко? Ой, не нормально, да? Потому что надо еще мне, я присматриваю тут варианты, как бы. Что еще осталось сделать? Прогладить. Все прогладить практически. У меня платье готово. Теперь только мы его прогладим. Это у вас которое платье? Это мое второе платье, которое за свою жизнь оказывается. Пуговицу осталось. Вот и пятно. Ты меня пугаешь. Олар әсет азыра кейбірлік күгінік тігерге керек бар. Оларға таза тарадырды. Ненче кызы араласың? Мында 19 кызы араласың. Моменттары за крайним оборудование тігілгенлер, помещение. У вас уже готово. Ушак я вообще. Ну.
Сколько хватит ткани? Я знаю, что здесь можно было просто подогнуть. Я обрезала, потом пришивала снова по расстынгам. Но зато самое первое закончила. Я не Да, по времени. 12:45. А решила сильно не париться, это же мой брат. У вас что еще осталось сейчас? Что осталось? Осталось только хорошенько отутюжить, отпарить и уже готово. Мне вот надо вот это вот сделать, если поможете. Вот что я вам брак-то показывала свой. Хайбрак. На плечах ще вона. А, вот это, давайте попробуем. Вот. Вот я его. Вот этот брак. И на другом рукаве тоже, кстати. Конечно, в идеале пояс должен быть с обоих сторон одинаковый. Ну, за неимением Как вы долго шьете? вообще, Да. ну как, Всю жизнь? всю жизнь замуж вышла, в 79-м начала учиться потихоньку. Потом дети, когда подросли, такого времени, когда младшая, уже вообще я уже обшивал ее во время перестройки с гуманитарной помощью. Со взрослых вещей. А Потом повезло, устроилась в магазин с швеей. Ну, там в основном шила постельное. Конечно, там где-то ремонт не сильный. Для дома где-то что-то это все. А последний хакасский костюм когда шили, кроме этого случая сегодняшнего? Вот, на праздник села. Это когда? Ну вот Раиса Петровна в мае раздавала, 6 июля у нас был праздник. Летом этого Да, 19 да, года. Вот, осваивали мы. А по УГО я до этого. Так, что вы приготовили? Мы приготовили хакасское платье.
Оно было что-то, немного тяжело было шить, но мы смогли. У вас это, которая работа, раньше шили, нет, подобные изделия? Нет, в первый раз. Это ваша первая работа, получается? Да. А в будущем будете потом Ну да. заниматься таким пошивом? Ну, я именно, да. У меня вся семья хочет. У меня вся семья как бы хакасы, так что, наверное, буду. Хорошо. Мы шили хакасскую национальную мужскую рубашку. А что было сложного в этой работе? Или уже все умеете делать? Нет. Это ваша первая работа? Да. Да. А что было интересно вот в этом изделии? Мне нравится делать складки. На рукавах и вот эти рисунки. Только они у меня еще не хорошо получаются, но понравилось. А в будущем собираетесь, нет, шить подобные изделия, платья? Думаю, да. Теперь вы уже уверены, что сможете сделать? Ну, можно сделать и лучше, да. Мы шили мужскую рубашку, национальную хакасскую. Данную работу мы делали в первый раз. И эта работа довольно-таки очень интересная. Так. А были какие-то сложности? Закладывание складок. И когда начинаешь втачивать воротник, они немного расходятся. И как теперь в будущем будете, нет, такие подобные, такие платья шить? Подобные работы, я думаю, да. Сейчас колеблюсь между своей работой, которую я выбрала, и вот женским хакасским платьем, чтобы на диплом отшить. Мы не можем говорить, мы уже устали. Я же уже говорила. Расскажите о своей работе, что вы сделали? Ну, я сшила хакасскую мужскую рубаху, и все. Вот. А что было сложного в этой работе? Ну, скорее всего, это покрой у хакасской рубахи достаточно простой, но с большой сложностью, наверное, играют складки. Чтобы их очень ровно и красиво заложить, достаточно требуется большое количество времени. А покрой этой рубахи достаточно прост. Это ваша первая работа или вы Да, раньше это первая работа именно в плане национальной одежды. Первый раз такую работу делала. Но я думаю, можно попробовать еще. Мне очень понравилось. Потому что национальная одежда, у нее прям индивидуальный такой пошив. Очень интересный. Лучше надо каждый, чтобы со своим платьем выходил. Участники всегда вставочка, заставочка. А вот Мужчины проходят вперед. Ольга Васильевна здесь, Вероника Олеговна, Татьяна Витальевна, Анастасия Геннадьевна, Наталья Алексеевна. Так? Наталья Денисовна, Евгения Петровна, Юлия Владимировна. Юлия Владимировна здесь? Юлия Владимировна, Юлия Викторовна, Юлия Сергеевна, Виктория Владимировна, Мискижекова. Она сейчас подойдет. Карина Владимировна. Валентина Руслановна.
Ирина Юрьевна, Здесь. Татьяна Николаевна, Здесь. Снежана Васильевна, Здесь. Артем Владимирович, Да. Лариса Ивановна, Да. Наталья Сергеевна. Ну, все, почти все. Уважаемые участники конкурса, поздравляю вам с завершением нашего конкурсного проекта. Хочу, во-первых, поблагодарить вас за терпение и восхититься вами. Такие вы работы создали. В течение 2 дней мы оценивали вашу работу, смотрели, с каждым разом открывая для себя все новое и новое. Я думаю, все устали, все, наверное, устали. И сейчас не будем затягивать и перейдем к процедуре награждения. Сначала мы, наверное, поблагодарим всех участников проекта. Благодарствую. Так, все подошли уже? Все. Угу. Благодарим Бабаеву Веронику Олеговну за участие в конкурсе. Татьяну Витальевну Воскучеву. Воскучеву. Здесь Татьяна Витальевна. Анастасию Геннадьевну Бузакову. Наталью Алексеевну Борисову. Наталью Денисовну Василенко. Евгению Петровну Канзычакову. Здесь вам особый приз. Да, держите. Тяжелое, очень тяжелое. Викторию Владимировну Кижекову. Карину Владимировну Медкижекову. Валентину Руслановну Покачакову. Ирину Юрьевну Колеву. Снежану Васильевну Тодинову. Наталью Сергеевну Шандакову. Мне бы хотелось еще поблагодарить членов жюри. Это, наверное, после награждения, да? Смотрю, их еще нет. Так, и мы начинаем процедуру награждения наших призовых мест. Большая просьба к участникам конкурса: подходите со своими изделиями. То, что сшил, либо показывать. Так. Дипломом 3-й степени награждается Марим Ирнисовна. Вот оно изделие. Шила что ты? Хакасский мужской рубах. Мужская рубаха. Мне нравится мужская И рубаха. подарок швейная машинка. Спасибо. Так. Дипломом 3-й степени награждается у нас Татьяна Николаевна. Спасибо.
изделие. Нужно. Изделие, покажите, пожалуйста, свое. Татьяна Николаевна в числе первых закончила отшивать изделие. То есть у нас оценивалось не только качество, но и время. Ну, Сережа, вышли и открыли, и показали. Это хорошо. Раиса Петровна, выпущу. Дипломом второй степени награждается Майорова Юлия Сергеевна. Отшила костюм. Платье. Платье, да. Спасибо большое. Дипломом второй степени награждается Юлия Викторовна Костякова. Женский кугенек. Вид сзади еще. Да, да, вот. Красота. Спасибо вам. Дипломом второй степени награждается Ольга Васильевна Абдина. Спасибо. Так, показываем. Так, вот. Ага. А вид сзади еще. Так, вот. Вот. Красиво, да. Сейчас у нас остались самые дорогие машинки. Да, да, да. Дипломом первой степени награждается Лариса Ивановна Трошкина. Хорошо. Да, да, да. Самая дорогая машинка у нас остается. Дипломом первой степени награждается Артем Владимирович Топоев. Сложная номинация у него была, сложный костюм. На мальчика старшего дошкольного возраста. Вот так. Такой пояс. Так, ну, Вот на этом наша так, процедура. подождите. Приз зрительской симпатии вручается Татьяне Николаевне. Спасибо большое. Хотелось бы поблагодарить мне еще членов жюри, Елену Арсентьевну Воинову. Спасибо вам за вашу работу тяжелую. Спасибо большое. Также Светлану Юрьевну Коровину. За членство жюри также хотелось бы поблагодарить Валерия Карповича, Светлану Степановну, большое спасибо еще нашему видеооператору, который также в течение 2 дней работал здесь. И потом он создаст небольшой фильм. Да. И каждому участнику ссылку на этот фильм я отправлю.
сфотографироваться на память, во-первых. Во-вторых, может, кто-то что-то хочет лично сказать. Впечатления свои о конкурсе. Слов нет. Я хочу выразить большую благодарность организаторам этого конкурса за то, что ездили по селам, как говорится, тронули людские массы, а то это уже начало уходить все как-то постепенно, а теперь начинает все это возрождаться, даже молодые вот заинтересовались, все вот. И в деревнях пошло движение. Спасибо вам большое. Я тоже хочу сказать, хочу поблагодарить организатора всех. И вот хочу отметить, что ради вот этой организации даже у нас на селе появился свой музыкальный коллектив, который уже выступал у нас здесь и вышел в финал. Благодаря только тому, что у всех появились хакасские национальные платья. Пока не было платьев, у нас даже не был создан музыкальный коллектив. Вот большое спасибо. Общее фото? Общее фото. Куда мы все поместимся? Давайте крикнем ИЗНР. Конечно. ИЗНР! Счастливые глаза, лица, зубы есть? Нет, еще раз давай. Есть. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3. Можно грамотно сложить Типа я так как платье вообще. Только ноги, чтобы не было видно, у меня тут голубые носочки. Да.